Наказали ни за что. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как власть ужесточает свою диктатуру. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Суд Лахшского района на востоке Таджикистана 1 июня признал 66-летнюю мать известного блогера Джунайдуло Худайорова виновной в хулиганстве и приговорили ее к 2 годам домашнего ареста. По версии следствия, жительница Рашдского района Мавджигуль Гарибова нанесла телесные повреждения односельчанину Алишеру Насреддину. Осужденная не признала свою вину. Алишер Насреддин также был обвинен в хулиганстве и приговорен к выплате штрафа в размере 3000 самани. Мнение осужденного по поводу вынесенного приговора неизвестно. Мавджигуль Гарибова в беседе 1 июня выразила недовольство ходом расследования уголовного дела с сотрудниками ОМВД и прокуратуры Рашдского района. У них не было никаких доказательств моей вины. С самого начала я настаивала на прохождении Алишером Насреддином судмедэкспертизы, но следователи сказали, что для этого нет надобности. У него нет никаких следов повреждений. Несмотря на это, они сделали все возможное, чтобы вынести обвинительный приговор, сказала женщина. Как вы относитесь к такому делу? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Видно же, что оно сфабрикованное. Алишер Насреддин, брат одного из осужденных по делу убийства Алириза Худайорова, внука Мавджигуль Гарибовой, 21-летний Алириза Худайоров, студент Рашдского государственного университета, был убит 11 июля 2021 года ударом ножа во время конфликта в селении Яшм Рашдского района. Сразу после трагедии в качестве подозреваемого в убийстве был задержан житель Рашдского района Зафарджани Насреддин. Мавджигуль Гарибова заявила, что намерена обращаться в исполнительный аппарат президента Таджикистана и другие ведомства, поскольку считает себя жертвой клеветы. По словам Мавджигуль Гарибовой, в ноябре прошлого года она гостила у дочери в Аламат и когда возвращалась домой, встретила по пути Алишера Насреддина, который сделал ей язвительное высказывание. В тот день умер дядя Алишера Насреддина. Он язвительно спросил, довольна ли я смертью его дяди. Я ответила, что нет. Для меня было бы лучше, если бы умер убийца моего внука. Завязалась словесная перепалка, и Алишер ударил меня. Да так, что я упала на землю. У меня пострадал позвоночник. То, что я ударила, клевета, говорит женщина. Уголовное дело по статье хулиганства в отношении 66-летней Мавджигуль Гарибовой и ее дочери в Аламат было возбуждено ОМВД Рашдского района в ноябре прошлого года. Однако вскоре дело в Аламат было прекращено из-за отсутствия состава преступления. 15 апреля суд Рашдского района приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Мавджигуль Гарибовой. Однако позже, в целях обеспечения прозрачности и беспристрастности, рассмотрение уголовного дела было передано в суд Лахшского района. Судебный процесс проходил под председательством судьи Махмуда Барадзода. Мавджигуль Гарибова, мать известного блогера и критика властей Джунайдула Худайорова. Сам блогер ранее привлекался к уголовной ответственности. В 2017 году его приговорили к 5 годам заключения за поддержку запрещенного в стране течения салафия, после того, как оставил комментарии под постами в соцсетях. Фактически он отсидел 1 год и 10 месяцев и вышел на свободу по амнистии. В 2018 году Фарход, брат Джунайдула, активист оппозиционной социал-демократической партии Таджикистана, был арестован на 15 суток за оскорбление ответственных работников хукумата Рашдского района. Джунайдула считает, что местные органы власти мстят ему и его семье за обличение районных чиновников, допустивших коррупцию и злоупотребление. Конфликт между семьями Худайоровых и Насреддиновых, по словам жителей Рашта, существовал и раньше, но усугубился в июле 2021 года после убийства Алириза Худайорова, внука Мавджигуль Гарибовой. Верховный суд Таджикистана приговорил 2 человек: Зафара Насреддина, брата Алишера Насреддина, и Абдуллу Азимова за убийство Алириза Худайорова к 19 и 17 годам лишения свободы. А как вы относитесь к таким правоохранительным органам у нас в стране, которым лишь бы кого-то привлечь к ответственности, но они никак не хотят разбираться в реальной ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.